Отважный офицер, герой Победы, он мужественно защищал рубежи Отечества от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Ахмед Дудургов, отличившийся настоящей отвагой и природным умом, добровольцем ушел на службу в армию в 1939 году. Образование, полученное в минометно-артиллерийском училище, позволило ему стать командиром минометной батареи 203-й стрелковой дивизии, входившей в состав Западного фронта. Зимой по мерзлой воде через Дон они 2 расчета переправляли, чтобы немецкий штаб разбить. И в это время проломился лед, и один расчет полностью, пушка, люди, ну, эти солдаты, которые обслуживают пушку, ушли под лед. Отец не растерялся, быстро взял противотанковую связку, пробежал метров 15-20 вперед, на лед бросил эту связку, взорвал лед. В результате чего пушка, конечно, утонула, до метров 30-40, может, глубины было. Люди полностью все вышли живыми и здоровыми. Батарея под его командованием участвовала в боях на подступах к Смоленску и под Вязьмой, в районах Морозовца, Шахтинца и Усть-Белокалитвы. В этом небольшом поселении Ростовской области дивизион Дудургова потерял 20 товарищей, но врагу нанес большие потери. Уничтожив немало единиц боевой техники и живой силы, один вражеский танк лично подбил командир Ахмед Дудургов. Обманными маневрами добежал до этой гранаты, до второго убитого солдата. Взял эту гранату, подбил этот «Тигр». «Тигр» на месте развернулся, боком стал. Под прикрытием этого танка он подплывает под этот танк, и несколько убитых там тоже вот такие же, наверное, ребята лежали, берет вторую гранату, связку из гранат, подбивает второй танк. Вот там и ему дали, вот представили его. Иван Степанович Конев, маршал Советского Союза, и начальник штаба Никита Сергеевич Хрущев, двое его представили, написали представление на Героя Советского Союза. Свой след Дудургов оставил в легендарной Сталинградской битве. Об этом этапе своей фронтовой жизни он писал в мемуарах, уже вернувшись с фронта, чтобы сотни имен отважных товарищей с их подвигами и заслугами спустя десятилетия нашли отражение в книге, которая уже пишется. Эти мемуары он начал по просьбе вот тех людей, которые интересовались историей ингушского народа, то, как воевал, где, что. Это был Азиев Салман. Очень грамотный, умный мужчина с большой буквы. Вот по его просьбе он начал писать мемуары. Салман ушел, отец ушел. Сейчас эти мемуары, по-моему, страниц 70 от руки написано. Я передал, есть у нас Погоров, свой писатель, который именно сейчас собрался, пишет о нем книгу. Под Сталинградом Дудургов едва не погиб, получил тяжелое ранение, из-за чего больше не смог вернуться на фронт. За мужество, проявленное на полях сражений на Донском и Юго-Западном фронтах, он был награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу и за боевые заслуги. Орден мужества, орден Отечественной войны первой степени, за отвагу, 2 ордена боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды, за освобождение Сталинграда, 9 боевых наград. И дослужился с младшего лейтенанта, после окончания училища он получил звание младшего лейтенанта, дослужился до майора. И 4 месяца успел руководить, не руководить, а командовать полком, 203-м артиллерийским полком, входящий в состав Западного фронта. Свою любовь к родине Дудургов показывал и вернувшись с фронта. Он занимал руководящие должности. Большое внимание ветеран уделял воспитанию молодежи. Он был частым гостем в школах и СУЗах. В начале 70-х Ахмед Дудургов занимал должность председателя призывной комиссии при Насрановском районном военкомате. Давал наставления молодым людям, уходившим служить в армию. Ораторский дар, можно сказать. Был дар. Он умел вот уговаривать вот этих детей, не то что уговаривать. Он его вот настраивал, что они готовы были даже вот в гражданской форме тут же взять автомат и побежать в армию. Для того он их готовил. Он и военным комиссаром работал, когда приехал с фронта.
История, которую пишет вместе вся страна. Лица победы — это миллионы фронтовиков по всей стране и за ее пределами, героически приближавшие этот невероятно важный майский день. Десятки тысяч имен и фамилий тех, кто по сути и сотворил историю от Дня Победы и до наших дней. Верность, мужество, любовь к родине, знание того, что надо поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Именно с этими ценностями жил Ахмед Дудургов. Родные и близкие ветераны по праву гордятся светлой памятью о смелых братьях. И спустя 75 лет войны они называют в их честь своих сыновей, ведь ничто не забыто, и имя солдата тоже известно. Зелимхан Калоев, Джамал Тамасханов, Новости 24.